Победа была началом. Кубок набирай, поехали. Это поезд такой серьезный, да? Да. Взяли аэропорту, встречаю этого чемпиона мира, потом поговори, да.
там уже в Америке, то уже обязательно он должен станцевать лезгинку. Сейчас он скажет. Давайте, есть вариант музыки? Так, багажник, багажник. Да, мы похлопаем, не проблема. Дома потанцуем. Скажи, мать. Не стесняйся, когда мы в лоху. Друзьям, кто приехал поддержать Владимира, всем Мураду, Джамбату, всем, кто пришли. От души ваша поддержка меня, дела вперед. Вы один из лучших тренеров в Республике Дагестан и в России. Вот сегодня мы встречаем вашего ученика. Какая у вас радость? Ну, переполняет радость, конечно. Все от души рады мы ему. Все мы ждали этого дня. Все друзья, тренера и вместе с ним, которые работали, его одноклубники. Мы все рады ему, желаем ему всяческих успехов в спорте, да. Вам тоже удачи. Баркалла. Houston, Texas, Discovery's promotion. Thursday Night Pride. Who's your first fight tonight? First out of the blue corner. Weighing at 180 pounds, this cruiserweight from Roseback, Texas. With a record of 12-6-6, half of his wins by KO. Please welcome Tyrone Jackson. His opponent fighting out of the red corner, weighing in 176 pounds, from Russia. With a perfect record of 8-7 KO. Please welcome Steve Вот, Мурат, в очередной раз мы встречаем нашего чемпиона. Что вы можете сказать, как один из лучших бойцов? Спасибо
за предоставленное слово. Хотелось бы, ну, действительно, это большая радость для меня лично и для всех его друзей, близких, родственников, конечно, для родителей и для его брата Арслана. Это очень большой и серьезный успех. В 2009 году мы решили попробовать благодаря Магомеду Камилю Рабаданову, президент Федерации кунг-фу России, заслуженный тренер России по ушу саньда и по кунг-фу. А он предложил попробовать в боксе и полетели в Америку. Там тоже наши земляки, это Александр Воронов и представитель Казахстана Аят, фамилию, честно, я не помню. Вот эти люди поддержали, и где-то он провел 4-5 боев, потом приехал на свадьбу брата в 2010 году. И все, с тех пор он уехал, года 3 его не было здесь. Действительно, уже он провел 12 профессиональных боев, 9 из них нокаутом, и 3 боя только прошли до конца. Последний, конечно, был самый тяжелый, 12-раундовый бой с темнокожим представителем Соединенных Штатов Америки, где Мажид даже были моменты, где он его, можно сказать, нокдаун отправлял, но не получилось добить. Это говорит о значимости и уровне этого турнира, когда человек до конца дерется 12 раундов. Это и показывает, что действительно уровень серьезный, и выиграл он очень серьезный вакантный пояс. Я хочу пожелать ему дальнейших успехов, и чтобы он не останавливался на достигнутом и радовал нас. А мы, в свою очередь, будем во всем поддерживать. И спасибо всем, кто пришел поддержать Меджида. Вам, Магомед, большой благодарен за то, что постоянно нас поддерживаете. И мирного неба над землей. У нас, честно говоря, такая плохая обстановка сейчас, но все по воле Всевышнего. Будем надеяться на лучшее. Удачи вам. Спасибо. Please welcome Magic Najee Becamiro. Tigers still another ring for further instruction. Our main event on Primetime Boxing has come. We've had to wait a little bit of time for this, but it is here. Medzhid Bektamirov is back in a Houston boxing ring, and tonight he goes one-on-one against Zack Attack Page. This is going to be fun. A very interesting matchup. Red Corner has a perfect record on the line. Your main event, Paul Paul, scheduled for 6 rounds of life. Houston! Round number 1, start. Here we go, Medzhid Bektamirov. Don't blink, folks. Zack Attack Page. This is going to be fun. This is going to be fun. No, but listen, Medzi is obviously a real big puncher. He's been wrecking guys through here, but he's in with a different guy tonight. He's in with a guy that's fought, 250, 280 pound fighters and taking their punches, but mostly he's taking them by taking something off of it. He's a real smooth, quick opponent, and he's going to try to frustrate Magic, with just what he does, which is stand on the outside, a lot of feints. But I wouldn't be surprised if Zack changes it up a little bit tonight, because he knows he's the bigger man. He's a very much of a thinking fighter and has been his whole career. And Medzhid Bektamirov has come up in weight for this fight. Oh, nice body shot Good to start it right up. See, the thing about Zack Page is he's made a career out of making big men look slow. This kid isn't slow. He's not a big man, but with the shot he just landed to the body, that was a vicious hook. Bektamirov, there is nothing fancy about this guy. He is fast, he is powerful, he is dangerous. Oh my goodness gracious! And we have seen it time and time again. This warrior from Russia just brings it, folks.
And Zach Page needs to keep his head on a swivel. Yeah, well, it's the quickness, you know, it's the quickness of a smaller man. Like I said, Zach's made a career out of making big heavyweights, big punchers, big slow guys look slow. This kid ain't slow. And you can see his hand speed right away, paying dividends against Zach. No question about it. The official gets in there, breaks him up, middle of the ring. Zach Page, some showmanship here tonight, sporting the red, white, and blue. Of course, Medzhid Bektemmirov, originally from Russia, fighting now by way of Houston, Texas, out of the Savarese Fight Fit gym. Zach's going to change it up, but he's already on notice. He's already felt this kid's power and seen his quickness. And Zach is very much, generally, the much quicker fighter fighting these big heavyweights, because really he's a small heavyweight, really a cruiserweight. Medzhid is looking for it. He's looking for it. He can taste it in there. You just got to take his time, take his time, be smooth. Oh, and there goes Bektemmirov. There he goes. He's charging at him, and I don't think Zach Page knew what he was getting himself into. Down he goes. We've seen it time and time again from this guy. We've never seen Zach Page drop like that. He fought big punchers like Eugene Hill. I don't think Eugene ever hit him on the chin. The end of round number 1, and Zach Page is happy it happened. More in a moment. Here on Primetime. Medzhid Bektemmirov in round 1 ended with a knockdown, and almost a knockout as Zach Page was dropped like a sack of nickels. You know, coming into this fight, I wondered, could this kid relax? You know, we've seen him overpower a lot of lesser fighters, but look at him in there. He's all completely within himself. In between the first and second round, he was relaxed. He's, you know, not emotional. He's picking his spots. This is a real prospect. And you know, the way he's marching Zach Page around this ring here, Zach ain't used to getting guys connecting on him like this. He's not been hit this much in his 3 previous trips to Houston. I mean, just last month we watched Zach Page stand in the ring with Cedric Agnew, now 24-0, one of the top light heavyweight prospects in the world, and was able to hold his own to a split decision and a loss. But tonight, Medzhid Bektemmirov marches into this ring and just does whatever he wants. Right, well, I thought Cedric won that fight easier than a split decision, but every time Cedric opened up with quick hands, he reached Zach. See, Zach's used to making big heavyweights, lumbering heavyweights, but you got to have incredible courage to get in there with these big 250-pound monsters. But you know, when his speed doesn't work at 190 pounds, and you know, I mean, it's obvious. If Magic every time he touches him. Medzhid, without question, is making every single blow count in there, and Zach Page trying to find something. Oh, and there goes the Russian again, just coming forward. Well, what I love is he's relaxed. He's not, you know, he's the inexperienced guy. He's not wasting energy. He's not flailing away. He's making every punch count. And now he's sending... Вы как президент Федерации Ушусунда Республики Дагестан, вот сегодня была встреча вашего бывшего, как говорится, бойца. Что вы можете сказать? Ну, от души, во-первых, поздравляю всех близких, друзей, родственников Мedzhiда. Конечно, нам его жалко было отпускать. Но большой бокс — это есть большой бокс. Очень рада, что он за эти 4 года наконец-то добился серьезного результата, и ждем дальнейших от него хороших результатов. И надеемся, что он дальше завоюет еще и остальные 3 пояса по всем версиям. Для этого у него есть все шансы и все возможности. Одаренный, талантливый парень, самое главное, трудолюбивый. Как Ушусунда развивается в Дагестане? Ушусунда у нас находится, мы в России на 1-м месте, а взять по миру мы в 1-й тройке. Сборная Дагестана. Представители сборной России, они почти все представляют сборную Дагестана. То есть представители сборной Дагестана представляют сборную России, составляют сборную России. Поэтому каждый год на чемпионат Европы мы приезжаем, почти все золото мы забираем в Дагестан. На чемпионате мира чуть
тяжелее, но 2-3 золотых медали тоже мы стараемся оттуда каждый раз привозить. Удачи вам. Спасибо большое. Yesterday, 183 pounds. His record perfect. 3 wins, no losses, with 3 knockouts. Fighting out of Houston, Texas, Magid Bektemirian. Давай, Маджи! Давай! He weighed in at 197 pounds. His record 3 wins, 4 losses. From Memphis, Tennessee. Давай, Маджи! I'm over here! Говори мне это. Я посмотреть хочу. Че я? О! Давай, Маджи, давай, давай! Дай ему пячин, Маджи! Давай, Маджи! Давай! Давай, давай, Маджи, давай! Вот твой еще один, апперкот его! Маджи, давай! Уклон делай! Руки держи, давай! Давай, давай, еще раз! Еще раз! Ой, еще один, давай, давай! Давай, бей его! Забивает. Еще раз так делай! Давай! Маджид, что вы, вот рядом вы сидите со своими родителями, что им вы пожелаете? Самое главное, здоровья им пожелаю. Пусть Аллах, я всегда молюсь, чтобы дал им здоровье, терпение. Все, иншаллах, будет. Главное, иман, и все, иншаллах, будет.
От души здоровья, да, родителям, всем моим близким, всем им. Брат мой, по которому соскучился я, который меня вел, не дал мне падать духом, поддерживал всегда, вдохновлял. Ему, я надеюсь, 9 августа у меня защита пояса. Арслан приедет, иншаллах, если получится. Он, конечно, на мир сейчас едет, но я думаю, получится, иншаллах, приедет. Вот это желаю всем здоровья. У вас 12 побед, да? Аллах, чтобы еще 12 у вас еще было. Еще больше тоже можно. Громких. От души всем тоже друзьям, родственникам, кто пришел, поддержали, всем дагестанцам, землякам, всем им баркала от души. Вот моя племянница тоже, Абишка спит. Юсуп Арай там маленький тоже спит, по ним соскучился. Вот она, смотрите. Честно сказать, когда они родились, я очень домой хотел приехать. Меня так тянуло, но это не получалось. Сегодня буду с ними. Begins Bektamirov and Zach Page in our main event here tonight, and it has been exciting to watch. You know, we talked before the fight. This isn't a natural science. You know, there he was way wide with that hook, but you know, you want to develop a kid. You want to put him in. You want him to get rounds and get experience. But at the same time, you know, sometimes you make a mistake. You put him in too tough. You put him in with a style that he can't handle or in a situation, and it's right down there to the body. Yeah, I know. Zach's trying to let him know he really enjoyed that, but it's hard for me to imagine. I can't imagine anybody would enjoy standing at the end of one of those punches. This guy is powerful, he is dangerous, and if you walk into the wrong moment, it could be lights out. But he's out of gas with a ton of intensity early, and that's not the case here. He's relaxed, he's fluid, he's smooth, and listen, Zach's going to box and move. I thought early in the fight Zach might, knowing that he's the bigger man, that he might try to come and push Magic around a little bit, but after he tested that power early, we're going to see boxing tonight from Zach Page. I don't think we're going to see any physicality out of him. Is trying to rough this kid up. Oh, and another body shot. Yeah, that's right. My God, a right hook. Hurt me down here, Matt. I mean, that right hook was from the old Soviet Union as far as I'm concerned. That was devastating right there. Oh, and another peekaboo. Shot. It's a peekaboo offense. Got his hands up, he's rotating his shoulders and working in there. You don't know which side it's coming from. Zach's trying to do his thing, but listen, he could never win this fight going like this. He's got to make something happen. Zach Page continuing to lumber forward there, trying to work something. Medzid laying back, picking his spots, waiting for the moment, and we've seen him do it so many times. Oh, and another body shot right there, a left hook downstairs. Oh my goodness, and a left hook sending Zach Page into the ropes and almost out of the ring. But see, he's not jumping in every time. He feints in. He works his way in. Sometimes he takes a little bit off it, and then he loads the wagon. You never know when it's going to be the big shot, and it comes so fast and some hard. But he's smart to stay down on the body. They prepared him very well for this fight with Zach. 10 seconds to the end of the round. Another left hook, and Medzid tried to follow up with a straight right. Just grazed Zach Page. Fortunately for him, the end of a second round, mutual respect show between these two warriors. We go to break. More primetime boxing on theCUBE in a moment. Арслан, что пожелать своему младшему брату? Младшему брату, конечно, в первую очередь здоровья. Без здоровья он нам не будет приносить столько счастья, столько удовольствия. Конечно же, в дальнейшем план аж в следующем году женить его, чтобы все удачно, все хорошо прошло. И, конечно, дальнейших побед, дальнейших радостей нашей семье и всем остальным тоже. Удачи вам. Спасибо. Спасибо.
действительно, уже он провел 12 профессиональных боев, 9 из них нокаутом и 3 боя только прошли до конца. Последний, конечно, был самый тяжелый, 12-раундовый бой с темнокожим представителем Соединенных Штатов Америки, где, может, даже были моменты, где он его, можно сказать, нокдаун отправлял, но не получилось добить. Это говорит о значимости и уровне этого турнира, когда человек до конца дерется 12 раундов. Это и показывает, что действительно уровень серьезный, и выиграл он очень серьезный вакантный пояс. Я хочу пожелать ему дальнейших успехов и чтобы он не останавливался на достигнутом и радовал нас. А мы, в свою очередь, будем во всем поддерживать. И спасибо всем, кто пришел поддержать Меджида. Вам, Магомед, большой благодарен за то, что постоянно нас поддерживаете. И мирного неба над землей. У нас, честно говоря, такая плохая обстановка сейчас, но все по воле Всевышнего. Будем надеяться на лучшее. Удачи вам. Спасибо. Please welcome Magic Najee Becamiro. Tigers still another ring for further instruction. Our main event on Primetime Boxing has come. We've had to wait a little bit of time for this, but it is here. Medzid Bektamirov is back in a Houston boxing ring, and tonight he goes one-on-one against Zack Attack Page. This is going to be fun. A very interesting matchup. The Red Corner has a perfect record on the line. Your main event, Paul Paul, scheduled for 6 rounds of life. Houston! Round number 1, start. Here we go, Medzid Bektamirov. Don't blink, folks. Zack Attack Page. This is going to be fun. This is going to be fun. No, but listen, Medzi is obviously a real big puncher. He's been wrecking guys through here, but he's in with a different guy tonight. He's in with a guy that's fought, 250, 280 pound fighters and taking their punches, but mostly he's taking them by taking something off of it. He's a Вот, Мурат, в очередной раз мы встречаем нашего чемпиона. Что вы можете сказать, как один из лучших бойцов? Спасибо за предоставленное слово. Хотелось бы, действительно, это большая радость для меня лично и для всех его друзей, близких, родственников.
конечно, для родителей и для его брата Арслана это очень большой и серьезный успех. В 2009 году мы решили попробовать благодаря Магомеду Камилю Рабаданову, президент Федерации кунг-фу России, заслуженный тренер России по ушу саньда и по кунг-фу. Он предложил попробовать в боксе и полетели в Америку. Там тоже наши земляки, это Александр Воронов и представитель Казахстана Аят, фамилию, честно, я не помню. Вот эти люди поддержали, и где-то он провел 4-5 боев, потом приехал на свадьбу брата в 2010 году, и все, с тех пор он уехал, года 3 его не было здесь. Победа была началом. Это поезд такой серьезный, да? Да.
Сейчас я партию встречаю этого чемпиона мира. Потом поговори, да. Напоследок хотел бы предоставить слово Меджиду Бектемирову. Каждый его бой, как раз там уже в Америке, это уже обязательно он должен станцевать лезгинку. Сейчас он скажет. Давайте, есть вариант музыки. Так, багажник. Да, мы похлопаем, не проблема. Дома потанцуем. Скажи, мать. Не стесняйся, когда мы в лоху. Пишите, что голова победы. И всем друзьям, кто приехал поддержать Баудина, всем Мураду, Джамбату, всем, кто пришли. От души ваша поддержка меня, так сказать, вела вперед. Вы один из лучших тренеров в Республике Дагестан и в России. Вот сегодня мы встречаем вашего ученика. Какая у вас радость? Ну, переполняет радость, конечно. Все от души рады мы ему. Все мы ждали этого дня. Все друзья, тренера и вместе с ним, которые работали, его одноклубники. Мы все рады ему, желаем ему всяческих успехов в спорте, да. Вам тоже удачи. Баркалла. Houston, Texas, Discovery's promotion. Thursday Night Pride. Who's your first fight tonight? First out of the blue corner. Weighing at 180 pounds, this cruiserweight from Roseback, Texas. With a record of 12-6-6, half of his wins by KO. Please welcome Tyrone Jackson. In the front, fighting out of the red corner, weighing in 176 pounds, from Russia, with